Минск начал активную борьбу со снегом. Как скоро город освободится из снежного плена. Карантин в Якутске отменен, когда начнутся занятия в школах. В канун 8 марта у флористов горячий сезон. Какие цветы предпочитают женщины? В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Президент принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности. На заседании подведены итоги деятельности органов ФСБ за 2018 год и определены приоритетные задачи на этот. Сложной остается обстановка на Ближнем Востоке и в ряде других регионов мира. Почему об этом говорю? Потому что это отражается на нас. Сохраняются здесь очаги насилия, нестабильности. И это все служит базой для активности террористических группировок, в том числе, к сожалению, и на территории Российской Федерации. Отмечу и то, что вблизи российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО. А решение Соединенных Штатов выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренности в сфере международной безопасности. Отмечу, что число преступлений террористической направленности в последние годы снижается. В целом за 10 лет этот показатель сократился многократно – с 997 до 9 в прошлом году. При этом, обращаю внимание, остается высоким число предотвращенных терактов – порядка 20 в год. Внесение изменений в проект федерального закона о государственной социальной помощи в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам сегодня рассмотрели на расширенном заседании Госсобрания Илтумен Республики. Так, законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной выплаты к пенсии суммы текущей индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте России. Суммы указанных индексаций будут учитываться при пересмотре размера соцдоплаты к пенсии в связи с изменением прожиточного минимума пенсионера в следующем году. Вместе с тем, в следующем году также будут выплачиваться суммы текущих индексаций. Касается неработающих пенсионеров, в республике 37 815 человек будут дополнительно получать эту индексацию, ощутить эту индексацию. В этом году средний размер индексации будет 445 рублей. Ежемесячно будут получать эту доплату. Хотел бы сказать, что мы вчера в комитете этот вопрос обсудили, также обсудили на фракции партии «Единая Россия», и эту инициативу тоже мы поддержали. Карантин среди городских школ, который был введен 28 февраля решением санитарно-эпидемиологической комиссии мэрии Якутска, сегодня отменен. Занятия в школах для учащихся с 1 по 8 классы возобновятся 11 марта. Если в отдельных классах эпидпорог будет превышать 20%, то будут введены точечные ограничительные меры. Напомним, помимо столицы республики, эпидпорог по ОРВИ был превышен и в ряде регионов Якутии. Сегодня состоялось очередное заседание СПК окружной администрации города Якутска, на котором, приняв к сведению информацию Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, Управление здравоохранения городского округа город Якутск, принято решение об отмене ограничительных мер и возобновлению учебного и воспитательного процесса с 11 марта, с понедельника, с 1 по 8 классы, у которых были приостановлены учебные и воспитательные процессы. Школьные библиотекари учат английский. В Якутске проходят краткосрочные курсы для библиотекарей образовательных учреждений. Свою квалификацию повышают педагоги из Чурапчинского, Нюрбинского, Хангаласского, Улусов и города Якутска. Они изучают разговорный английский и грамматику. По словам педагогов, курсы очень полезны, так как иностранный язык не только входит в школьную программу, но и является неотъемлемой частью в повседневной жизни современного человека. Занятия проходят в рамках проекта «Английский для всех». После окончания курса всем выдаются удостоверения о повышении квалификации. Библиотекари изъявили сами желание обучиться английскому языку.
Они знают, что вот в преддверии обязательного английского экзамена этот английский нам нужен и для своих вот библиотечных уроков, и чтобы проводить такие интегрированные уроки с английским языком, они должны также владеть на уровне английским языком. Но по профстандарту педагога каждый педагог должен знать хотя бы один иностранный язык. В Ленске начали активную борьбу со снегом, дабы не повторить печальный опыт прошлых лет. Результат уже заметен. На проезжей части снега практически нет. Однако снежные кучи есть во дворах и на центральных улицах. Но и эта проблема вскоре будет решена. Ленская администрация подготовила полигон для вывоза снега из города. Как скоро Ленск освободится из снежного плена, расскажем в сюжете далее. Прошлогодняя весна в Ленске показала, что коммунальщики не были готовы к активному таянию накопившегося в городе снега. Его запасы превратились в моря грязного непроходимого месива. В этом году работники ЖКХ настроены решительно. Уборка снежных завалов началась заблаговременно, но пока только с крыш. Улицы города ожидают выхода подрядной организации в ближайшее время. Подрядная организация у нас будет определена электронным аукционом, который разместит администрация. Содержание данной площадки у нас круглогодичное. То есть любой желающий в зимний период, соответственно, может вывести снег либо с придомовой территории, либо это пусть будет какая-то организация, та же управляющая компания. Со дворами это, к сожалению, у нас управляющие компании не вывозят снег. Они складируют большие кучи. Также и жители частного сектора тоже должны снег, который убирают с прилегающей территории, куда-то вывозить. Этого не делают. Соответственно, в весенний период мы начинаем потихонечку плыть. Снег на проезжих частях и тротуарах не единственная проблема, с которой сталкиваются коммунальщики. Нынешняя зима выдалась достаточно снежной, и на крышах домов толстый слой осадков. На войну с ними вышли управляющие компании. Именно они ответственны за чистку крыш от снежного покрова. Специалистами Градсервис выявляются особо проблемные дома, начинаем с них. И составляется реестр таких домов, график уборки, и согласно этому графику осуществляется уборка. Особое внимание специалисты уделяют уборке снега с крыш аварийных домов. Опасения вызывает ветхость конструкций. Работать на таких объектах гораздо сложнее. Аварийные дома, там в основном крыши из шифера, покрытие шифер, да, может проломиться шифер. Ну, если случаются такие инциденты, значит, пытаемся сразу устранить, заделывать отверстия новыми листами. Привлекаем наемных рабочих, заключаем с ними договор гражданско-правового характера, то есть они со своим оборудованием, с поясами, с веревками. Значит, в договоре обязательно прописывается, что необходимо соблюдение мер техники безопасности. Борьба со снегом началась. В предыдущие сезоны городская администрация и управляющие компании потерпели поражение в этом противостоянии. Сейчас и полигон подготовили, и на чистку снега вышли раньше. Погода позволяет. Утонет в этом году Ленск или нет, узнаем совсем скоро. А пока снежные навалы во дворах города доставляют удовольствие только ребятишкам. Вячеслав Пилипенко, Алекс Соснин, телеканал «Алмазный край». Их день 8 марта. Но почему же большая часть работы падает снова на хрупкие женские плечи даже в этот праздник? В канун Международного женского дня у флористов самый горячий сезон. В Ленске мужчины сметают все. Но кого они поздравляют и кто предусмотрительно оформляет заказы заранее, все-таки женщины или сильная половина человечества, узнавала ответы на эти вопросы Анна Кожевникова. Чем ближе Международный женский день, тем менее привередливыми становятся клиенты цветочных салонов и бутиков. Сметают все. К 8 марта продавцы уверены, холодильники будут пусты. А пока здесь работа кипит полным ходом. Среди горделивых гортензий и хризантем, величественных роз, завораживающих взгляд ирисов, расположились и такие экзотические цветы, как анимоны, гиацинты, ранункулюсы. Их еще называют цветами невест. Но в ходу сегодня отнюдь не экзотика. Тюльпаны – одни из самых распространенных весенних цветов. Они свидетели истории человечества и даже виновники многих драм. Свою популярность тюльпаны приобрели в конце XVI века после разведения в Голландии, а в середине XVII века цветы стали настолько дорогими, что стоимость редкой луковицы была равноценна телеге пшена или сена. Сегодня букет из тюльпанов пользуется популярностью к Международному женскому дню. Самый большой заказ у сотрудников этого цветочного салона как раз 74 тюльпана. В этот праздник по популярности они не уступают даже розам. Ну а когда же радовать любимых женщин, если не 8 марта?
Вот ищу подарки, хожу. Цветы, наверное. Ну, цветы, само собой, цветы уже заказывал. Цветы покупаем, торты делаем, потому что любим женщин своих. И, как говорится, всем хочу пожелать хорошего праздника, удачи. Главное, в семье, чтобы было все нормально. И всех с праздником, женщины милые. Спасибо. С этого года решил подарки дарить, да, вот, цветы, другое, там всякий уход. Заказываете цветы заранее? Да, так как сейчас на данный момент заходишь в цветочное, а там просто заказы не принимают. Но не только мам, жен, дочек поздравляют в этот день сильная половина человечества. Не забывают и о коллегах. Хотя, как отмечают флористы, предзаказы все же в основном делают женщины, которые остаются самыми требовательными клиентами. Но к 8 марта фантазия просыпается и у мужчин. Ну, мужчины бывают разные. То есть некоторые просто заказывают тюльпаны, некоторые любят классические букеты из розы, некоторые прямо очень требовательны к составу букета, прямо до мелочей расписывают заказы свои, то есть букеты заказывают. Дочкам заказывают. Даже такие букетики у нас есть, такие заказы, абсолютно одинаковые букетики, только маме большой, а дочке маленький. Мода на цветочные композиции в форме игрушек до нас еще не дошла, а вот букет в шляпе, зонтики, корзинки заказывают, как и флорариумы и горшочные композиции. С развитием современных технологий появилась возможность подарить букет даже на расстоянии, оформив заказ с помощью интернета. И в Ленске такая услуга приобретает популярность. Сегодня и завтра флористы будут непрерывно работать, чтобы глаза каждой женщины сияли радостью в этот весенний праздник. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сеть магазинов «Италика» в честь 8 марта проводит акцию. С 7 по 9 марта всем покупателям предоставляется скидка в размере 50% на всю женскую коллекцию «Осень-зима». Это обувь, одежда, сумки и аксессуары. В магазине «Италика» премиум товары только из Италии. Выгодное предложение распространяется на все филиалы сети «Италика». Мужчины, которые желают сделать подарок к 8 марта своей даме, могут отправиться за покупками в магазины по адресу Пояркова, 17, 21 и Ленина, 17. Качество у нас отличное, все из натуральных материалов. У нас представлены такие марки, как Фурла, Макс Мара, Кочинелли, Майкл Корс, Геокс, Кельвин Кляйн также и другие бренды. Мы рады каждому клиенту, мы вам подберем размер, одежду, подскажем все. Это были новости в прямом эфире. Оставайтесь с нами.